Несколько сотен метров, свалки не видно конца. Это не считая, что на выброс мусора здесь вблизи селения Яндари разрешения нет. Свалка не санкционированная. Огромная территория на окраине завалена тоннами как бытового, так и биологического мусора. Сотрудники Министерства природы, видя такие масштабы, забили тревогу. Однако кто виновник в этом деле, еще предстоит разобраться. Ясно одно, это не может быть один человек. Должен работать сельский участковый совместно с администрацией, ловить этих правонарушителей, создающих вот этот бардак, и наказывать. Потому что я думаю, что люди понимают только тогда, когда их бьют рублем, а не разными там объяснениями, посулами, да и вообще. Вот мы находимся вокруг живописное место, и вот эта свалка, вот это все, весь вид этого портит. И занимает практически какую территорию. Земли рядом с несанкционированной свалкой взяты в аренду под КФХ. По словам специалистов, арендатор должен был позаботиться о безопасности территории и следить за ее состоянием. Ведь столь огромная свалка не могла накопиться за короткий срок. Руководители вот этого КФХ тоже привлекались к административной ответственности. Сейчас на данный момент тоже возбуждено дело и в отношении администрации за их недосмотр. По этому поводу. Ну и также вот владельцу вот этой земли, который вот занимается крестьянско-фермерским хозяйством, потому что понятно, что сброс может и не им произведен, но если земля закреплена за человеком, он должен нести за это ответственность. Это в любом случае. Местные власти также солидарны с экологами. Проблема есть, и ее надо решать. Вот только специалисты Минприроды уверяют, ответственность в первую очередь ложится на администрацию. Ведь по кадастровой карте земли закреплены за ней. Несколько раз она была ликвидирована с привлечением тяжелой техники, с привлечением грузового автотранспорта, вывозился мусор. Но через непродолжительное время, когда мы инспектировали данную территорию, выявляли новые случаи образования навалов мусора. Проблему нужно решать незамедлительно, ведь большая часть территории завалена биологическими отходами. При потеплении свалка станет настоящим рассадником вредителей и зловонного запаха. И если местные власти проявили халатность, то главными виновниками и нарушителями остаются жители. Эта свалка образовывалась несколько лет, и те, кто ее пополнял, видимо, просто решили сэкономить на вывозе мусора. Многие местные жители понимают всю тяжесть последствий и считают это недопустимым. цали Аллах мотиги это цацбонах ди хона ухож нухож акустигич аз хона уюрт вах сагусо ди хона яндери осаюрт нах ди хона чого ди хрда дараз бригад лахта школ ди хона свалхан мотишки амахусож нухож ди хона диала шаназ ди хона нухож ах лaqo хажм лилж машинаж миибе ди хона нухож лaqус В администрации села обещают разобраться в экологическом вопросе в ближайшее время. Виновные обязательно будут наказаны, а территория подвергнется масштабной очистке. Но пока сами жители не научатся беречь чистоту своей земли, такие проблемы всегда будут актуальны. Идрис Ижиев, Майырбек Миржоев, Новости 24.